Наша программа выходит в преддверии великого для нас праздника – Дня образования республики. Главное в этом празднике – жители Татарстана всех национальностей празднуют рождение своей государственности. И мы не должны забывать об этом никогда. И ни в коем случае не умалять значение этой даты, не растворять в дне города ее политическое и историческое значение для дальнейшего развития Татарстана. Очень важно передать это знание детям. 30 августа 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. И сегодня эта дата вовсе не исторический атавизм, как считают некоторые. Если оглянуться вокруг, Декларация о государственном суверенитете, она повсюду. Она есть в газовой плите, на которой готовят пищу в далекой деревне, в тысячах семей, которые переехали из трущоб в благоустроенные квартиры, в современных производствах, в грандиозных культурных событиях и в изменившемся облике наших городов и деревень. Здесь необходимо еще раз подчеркнуть. Декларация о государственном суверенитете Татарстана – это не декларация раскола и сепаратизма, как ее хотят представить некоторые деятели федерального центра. Это декларация созидания и объединения для достижения благополучия и процветания людей. Тимур Бекмурзин продолжит тему. Один из самых объединяющих и важных праздников для всех татарстанцев. 30 августа – День Республики. И для горожанина, и для сельчанина, татарина и русского, мусульманина и православного, иудея и атеиста, начальника и предпринимателя, студента и ребенка без разницы. Суверенитет один на всех. С его абсолютно понятными теперь идеями и результатами. В 90-е все было совсем не очевидно. В нулевые приходилось объяснять больше уже не татарстанцам, а оппонентам в Москве, что самостоятельность пойдет на пользу и республики, и всей федерации. Сегодня мы отмечаем праздник с осознанием верно выбранного вектора развития Татарстана. Самое главное, каково содержание и с каким смыслом это было сделано. Для чего, для кого. Чего добивался и добился ли чего-то Татарстан, провозглашая суверенитет и стремясь к большей самостоятельности? Сегодня это уже вопросы из разряда риторических. Эксперты, политологи, экономисты приводят реальные факты. Татарстан шагнул в лидеры Поволжья, а теперь уже и по всей России. Придумал и реализовал уникальные масштабные социальные программы: ликвидации ветхого жилья, газификации, социальной ипотеки, обустройство дворов, развитие общественных пространств, парков и скверов. Одно из знаковых мест нашей столицы, своеобразной ее визитной карточкой, таких мест становится все больше и больше, это, конечно, набережная возле озера Кабан. Находиться здесь всегда очень приятно, но я бы отметил еще одну важную деталь. Не просто хорошеет Казань, она становится более продуманной, продвинутой, функционально удобной. Символом же будущего нашей столицы станет, безусловно, и новый объект, новый IT-парк, открытие которого намечено как раз-таки на 30 августа. Это один из самых грязных городов был Поволжье, Казань. А сейчас это образцовый город. Не только в Поволжье, вообще во всем мире приезжают и удивляются, что это за город такой. Великий город, красивый город. На самом деле так. Когда мы говорим, перечисляем порядки значений, да, Москва, Санкт-Петербург, и дальше начинается вот этот выбор, а кто может быть на третьей позиции, то вот в моем понимании очевидно, что это Казань. Потому что, во-первых, это регион, который обладает колоссальным экономическим потенциалом, с этим очень трудно поспорить. Во-вторых, это регион мультикультуральный, в котором действительно есть возможность спокойного, взаимовыгодного, уважительного отношения, сотрудничества всех наций, всех конфессий. Это второй важнейший прорыв. Ну а третье – это богатейшая история, которая стоит за Республикой Татарстан, за городом Казанью. Вот если говорить о нашем президенте Рустаме Миңнеханове, то это образцовый президент сегодня. Он сегодня показывает, как нужно со странами развиваться, с ними вместе идти в ногу и с Западом, и с Востоком. Язык наш татарский, он в числе 10 языков мира, зная которые можно общаться со всеми языками.
Факты говорят сами за себя. Республика по объему валового регионального продукта занимает 6-е место в России по промышленному производству, 4-е по объему сельского хозяйства, 4-е по строительству и вводу жилья, 5-е место по инвестициям в основной капитал у нас 6-е место, по обороту розничной торговли 7-е. За время работы Рустама Минниханова президентом Татарстана особая экономическая зона Алабуга стала лучшей в стране. Был с нуля построен IT-город Иннополис, реализованы грандиозные инвестиционные проекты в нефтехимии и нефтепереработке. Сегодня Татарстан более 80% своей нефти перерабатывает, а в России этого нет. Мы создаем пример. Более 100 различных технопарков. Это уже говорит о том, что малый бизнес не забыт и должен развиваться. Мощная экономическая база – гарантия развития и возможность эффективно решать многие социальные вопросы. Уровень поддержки материнства и детства в республике растет из года в год. В этом году мы заложили камень нового перинатального центра. И президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов лично участвовал в этом мероприятии, что говорит о его личном, таком внимательном и трепетном отношении к этому вопросу. Вот сейчас мы с вами общаемся. Я нахожусь параллельно на заседании нашей женской организации депутатов Госсовета Татарстана «Мархамет» «Милосердие». Мы обсуждаем проблемы детей с ОВЗ. И вот могу вам сказать, мы собрались сейчас на территории благотворительного фонда «Сила в детях». Это один из центров этого фонда. У нас в Татарстане работает 5 таких центров. Они во многом за счет республики работают. Казань – столица и витрина Республики Татарстан. В масштабах всей России это город, который меняется быстрее других, и это абсолютный факт. Появляются новые проспекты, улицы, общественные пространства, как, например, это у Чаши. Казань не просто изменилась, Казань заменилась, перезапустилась, превратившись в один из красивейших мегаполисов не только России, но и, пожалуй, всей Европы. Куда двигаться дальше, за счет чего и, главное, кого будем расти, сегодня уже понятно. Задел, давайте скажем спасибо политикам и руководителям республики, сделан хороший. Наша задача – эти достижения сохранить и приумножить. Не сомневаюсь, что все так и будет. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.